Здравствуйте, в эфире новости 24, в студии Бекхан Хашигульгов. Коротко о главных событиях к этому часу. В Магасе прошел съезд мусульман Ингушетии. Кого же избрали муфтием республики? Коллективное разговение. Ифтар стал поводом для встречи жителей Орджоникидзевского. Куда пойти учиться? В колледже сервиса и быта продолжается прием документов. Сегодня в Магасе прошел съезд мусульман Ингушетии, в котором приняли участие имамы населенных пунктов, представители всех вирдов республики, депутаты Народного собрания Ингушетии. В ходе встречи собравшиеся заслушали доклад муфтия Ингушетии Исы Хаджи Хамкоева о проделанной работе за последние 5 лет. Главным же на повестке дня стали выборы муфтии республики. Вначале был утвержден совет алимов из 15 самых авторитетных лиц духовенства. Затем состоялось голосование. Право голоса имеют 60 имамов населенных пунктов и 8 алимов. По итогам открытого голосования единогласным решением Иса Хаджи Хамкоев был в 3-й раз переизбран муфтием Ингушетии, что говорит о высоком авторитете и доверии. Это подчеркнул и присутствовавший на форуме глава республики Юнусбек Евкуров. Результаты проверок счетной палаты обсудили на совещании под председательством Юнусбека Евкурова. По словам министра финансов Руслана Тичеева, выявлены лишь незначительные факты нарушений. Их руководитель Минфина отнес к недостаточному уровню взаимодействия республиканских министерств с инспекторами счетной палаты при предоставлении запрашиваемой информации. О первоочередных мерах по совершенствованию инвестиционной политики региона на совещании доложил заместитель министра экономического развития Махмуд Мальсагов. Он сообщил, что ведомством проведен анализ лучших практик привлечения инвестиций как в Ингушетии, так и в субъектах России. В завершении совещания Юнусбек Евкуров поручил правительству совместно с экономическим советом изучить озвученные вопросы и представить конкретные предложения. Итоги деятельности органов внутренних дел Ингушетии за первое полугодие подвели сегодня на расширенном заседании коллегии МВД Республики. В своем докладе руководитель ведомства Александр Трофимов отметил, что удалось сохранить контроль над оперативной обстановкой в республике и усилить борьбу с криминалом. Но тем не менее в целом работу органов внутренних дел можно оценить как неудовлетворительную. На заседании также определены приоритетные направления работы во втором полугодии. Ильяс Курскиев расскажет. За прошедшее полугодие преступлений стало меньше на 86%. Убийства и преступления экономической направленности снизились до 30%. Если в 2007 было 86 случаев посягательства на сотрудников, за 7 лет эта цифра уменьшилась до 9. С таких показателей начал доклад министр МВД по республике Александр Трофимов. Следует отметить, что оперативная обстановка в республике имеет определенные тенденции к улучшению. Несмотря на сохранение террористической угрозы, всего за 6 месяцев на территории республики бандподпольем совершено было 10 акций, в том числе 3 обстрела, 4 подрыва. Остальные 3 – это боестолкновения с силовыми структурами. Все бы ничего, да только положительные сдвиги никак не связаны с работой Министерства внутренних дел, заявил министр. Из МВД России поступило 39 обзоров, и только 7 оказались положительными. Преступлений среди населения республики в 10 раз меньше, чем среди личного состава МВД, говорится в докладе. Трофимов остался недоволен и разыскной работой. В этом полугодии остаток разыскиваемых людей лишь увеличился на 2 человека. Оставляет желать лучшего и работы полиции по охране массового порядка, которую, как отметил министр, справедливо критиковал и глава республики. Население Ингушетии, по данным министра, также оценивает работу МВД как неудовлетворительная. В частности, много нареканий у ингушского интернет-сообщества. Положительная динамика и стабильность в регионе, по мнению Трофимова, заслуга безукоризненной работы остальных служб. По окончанию доклада выступил председатель правительства Ингушетии. Абубакар Мальсагов завершил подведение итогов на оптимистической ноте. Министр ваш сегодня покритиковал вас, я, в принципе, скажу только хорошее. Значит, МВД в правоохранительной системе занимает особое место. Вы находитесь на переднем крае и, можно сказать, на острие борьбы с преступностью. Сегодня при том, что мы подводим итоги за первое полугодие 2014 года, хочу сказать, что этот период, как и несколько прошлых лет, стали временем устойчивого развития нашей республики. И, безусловно, что условием для динамичного движения вперед является укрепление законности и правопорядка.
Председатель правительства напомнил, что в общем законность и порядок в республике лишь укрепляется. Уровень преступности за полгода снизился, а общественно-политическая обстановка в республике на сегодняшний день нормальная. Ильяс Курскиев, Магомед Дидигов, Новости 24. Накануне поздно вечером чартерным рейсом из Ингушетии на отдых в Крым вылетело 138 детей. В ближайшие 3 недели они проведут в одном из санаториев на берегу Черного моря. Такую возможность детям из малоимущих семей и наиболее отличившимся школьникам организовало Республиканское министерство труда, занятости и социального развития совместно с Минобразованием Ингушетии. Провожал маленьких туристов и мой коллега Магомед Измайлов. Глубоко за полночь у здания аэропорта Магаз собираются родители вместе с детьми, которые очень скоро отправятся к теплым крымским берегам. Несмотря на поздний час, на лицах путешественников нет усталости. Близость отлета и скорой встречи с морем, которая для многих будет первой в их жизни, отгоняет всякий сон. Я отправляюсь на море Крым как отличница с 5 школы. Я давно мечтала там побывать, но это такой шанс. Впервые слов нет. Думаю, конечно, чтобы поехать. Это же такой шанс поехать в Крым. Провожающих больше, чем отправляющихся на отдых детей. Мамы, папы и ближайшие родственники дают последние наставления, как вести себя вдали от дома. Несмотря на небольшую грусть от расставания, родители очень рады, что их детям выпала возможность отдохнуть на море. Я вообще ничего не знала, была дома вечером, мне завуч школы позвонила, что вы согласны отправить ребенка туда, в санаторно-оздоровительный комплекс. Ну, я ей сказала, подумай, конечно. Потом перезвонила, они нас собрали в школе, всех родителей. Я согласилась. И ребенок был рад, конечно, поехать отдохнуть. Организация столь масштабного отдыха стала возможной благодаря совместной работе многих органов власти. Министерство труда и социального развития Ингушетии выделило необходимые средства, а Министерство образования провело отбор среди школьников. Дети, выезжающие на оздоровительный отдых в Республику Крым, санаторий «Дружба», отбирались в первую очередь по принципу социального статуса. В список попали дети из малообеспеченных семей, дети, относящиеся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Среди них есть и дети-отличники, которые отличились, естественно, в учебных достижениях. Всего из Ингушетии будет организовано 2 воздушных рейса. Общее число детей составит примерно 250 человек, а сопровождающих будет 20. Среди них воспитатели, педагоги и врачи. По прилету в Симферополь, там у нас представитель, заместитель министра труда встречает наших детей, и дальше они едут в Евпаторию, в санаторий. Там они пробудут 21 дней, и, соответственно, 7 и 8 августа также чартерным рейсом они обратно у нас вернутся в республику. Магомед Измайлов, Рахман Цуров, Новости 24. В Орджоникидзевском ифтар стал поводом для встречи жителей села. Здесь, в одном из кафе, специально для гостей на разговение накрыли столы с традиционными ингушскими блюдами на любой вкус. Марина Катиева побывала на коллективном разговении. Чтобы провести вместе разговение и оценить ингушскую кухню, в одном из кафе Орджоникидзевского собрались сотрудники аппарата правительства, администрации района, регионального отделения партии «Единая Россия» и представители духовенства. К приходу гостей организаторы подготовились основательно. Стол ломится от изысканных блюд национальной кухни. Несколько видов мяса, в том числе и сушеная баранина, галушки, чурек, крепешки с разными начинками, соусы из творога и сметаны, а на десерт национальный зоакаш, сладкий плов, пироги и, конечно же, халва. Было, конечно, очень вкусно приготовлено, очень приятно. Будем собираться здесь, приглашать и из других сел, из республики, желающих, кто сможет приехать, значит, для того, чтобы принимать участие в этих мероприятиях. Горячий свежезаваренный чай – любимый напиток ингушей. Несмотря на жару, никто им не пренебрегает. Говорят, что именно горячий чай избавляет от жажды и восстанавливает силы. Одна из любимых его разновидностей, хоть и не исконно ингушская, это калмыцкий чай. Полезный и весьма вкусный. Он также хорошо утоляет жажду. В наше время технология приготовления очень проста. Теперь его продают уже готовым в пакетиках. Конечно, это не идет ни в какое сравнение с традиционным способом, поэтому здесь его приготовили по старинке. Ставим воду, доводим до кипения, покупаем плиту нашу, они у нас на базаре продаются, вот эти плиты, рубим его и кидаем в кипяченую воду. Доводим до кипения воду и добавляем молоко. И также добавляем по вкусу соль, перец. Очень вкусный чай. Ну а после вечернего приема пищи собравшиеся прочитали священный мавлид, поблагодарили за угощение и направились в мечеть на Таравих. Марина Катиева, Аслан Героев, Новости 24.
Продолжается прием документов в колледж сервиса избыта по основным программам среднего профессионального образования. Получить образование по специальностям сферы обслуживания, таким как портной, секретарь, референт, младшая медсестра, в этом году смогут около 400 человек. Прием документов будет продолжаться до 26 июля. Стараемся осваивать такие специальности, которые сегодня в республике востребованы, по которым они могут трудоустроиться или начать какую-то индивидуальную трудовую деятельность. То есть то, что им пригодится, то, что им может помочь сегодня как-то сориентироваться в ситуации, когда не совсем просто устроиться на работу. Жители района новостроек сельского поселения Нестеровское уже 22 года страдают из-за отсутствия линии водопровода. Людям приходится экономить буквально каждую каплю воды, так как за нее нужно платить. Будет ли положен конец коммунальной проблеме, разбиралась Зарима Бекова. Району новостроек в сельском поселении Нестеровское уже 22 года. Срок вроде бы более чем достаточный для того, чтобы проложить все необходимые коммуникации. Но до сих пор здесь отсутствуют водопроводные сети, и людям приходится покупать воду. Жители неоднократно обращались в администрацию, там разводят руками. Ссылаются на отсутствие денежных средств в строительстве водопроводных сетей. И указано, в случае, если программа «Чистая вода» будет продолжена и в этом году, то в этом случае они будут вкладывать в местный бюджет, закладывать именно под эту программу проведения этих водопроводных сетей в нашем районе. Многочисленной семье Газдиевых в месяц нужно покупать как минимум 4 больших машины с водой вместительностью 7 кубов, при том, что экономится буквально каждая капля воды. Ведь ее покупка пробивает солидную брешь и без того скудном семейном бюджете. У нас уходит где-то 2-3 тысячи рублей. Постоянно приходится покупать воду, и мы постоянно берем ее из колодца. Я постоянно боюсь, что у меня ребенок упадет в колодец. Постоянно за ними слежу. Аслан Ахриев, сторожил этого района. Здесь он поселился одним из первых. До того, как переехал сюда, занимался разведением крупнорогатого скота. Но после переезда все распродал, так как затраты на воду были очень большими. Очень трудно, очень. Невозможно огород даже содержать. Вот раньше хоть был канал, вот этот канал. Сейчас канала нету. Невозможно скот держать. Вот зайдете в огород, помидоры все высохли. Все высохло в огороде. Мы обратились с вопросом к местным властям. Как, а главное, когда они намерены решить проблему с водоснабжением. В администрации нас заверили, что в следующем году этот вопрос будет полностью исчерпан. На следующий год, на 2015 год, сейчас бюджет будет закладываться, мы планируем конкретно заложить вот эти 11 улиц по прокладке водопровода. Хамчиев Билан, депутат, он нам обещал 2 скважины пробурить в районе новостройки. А водопровод, я думаю, на 2015 году этот вопрос будет решен. А пока администрация готова оказать посильную помощь в обеспечении водой особо нуждающимся семьям. Зарима Бекова, Аслан Героев, Новости 24. Таковы новости к этому часу. До встречи. Официальный представитель компании «Пинскдрев» в Ингушетии, магазин